манкуртизация, вот и сейчас она идет тотальная. Да. Народы говорят, это Турсой, ЮНЕСКО тюркского мира. В эпоху, когда страны все чаще спорят за столом переговоров, есть люди, которые соединяют их без протоколов и границ. Через музыку, через книги, через культуру. Это история человека, чьи проекты слышны от берегов Иссыкуля до берегов Турции. Его зовут Султан Раев. Тюрксой – международная организация, которая объединяет страны тюркского мира. Здесь не пишут законы, но создают то, что сильнее законов – общее культурное пространство. Ну, как вы знаете, Тюрксой, международная организация, работает в области культуры сотрудничества среди тюркских стран. Мы работаем во всех сегментах культуры, искусства, и гуманитарные форумы проводим. Есть образовательный сегмент. Это первая организация, которая создана на базе тюркских стран. Наша организация, значит, создана в 1993 году по решению наших президентов стран туркоязычных и является первой международной организацией вообще в тюркском мире. Да. Как бы родоначальником всех организаций, которые сейчас существуют. Мы занимаемся в области культуры, значит, имеем достаточный опыт, тем более 30 лет. В 2023 году было 30 лет нашей организации. И народы говорят, это Тюрксой, ЮНЕСКО тюркского мира. Это действительно так. Но Тюрксой объединяет тех стран, которые имеют общие корни, культурные ценности, язык, история и традиции, объединяет родственных народов. Да? Но мы не только работаем, значит, только в тюркских странах, но и во всем, как говорится, во всем мире. Потому что мы участвуем в мероприятиях европейских стран, Африки, Америки, Азии. Как международная организация, мы там участвуем на разных площадках, на разных платформах и ведем активное сотрудничество. Во-первых, это основная миссия нашей организации – это развитие культуры и искусства тюркских стран, а также сохранение культуры наших стран. С 31 марта 2022 года во главе этой структуры Султан Раев – писатель, дипломат, стратег. Под его руководством Тюрксой стал не просто координатором концертов и выставок. Это центр, где рождаются долгосрочные культурные программы, создаются театральные обмены, поддерживаются молодые таланты и укрепляются связи между странами. И в этой части, если мы проводим ежегодно разного характера, разные направления мероприятия, она именно направлена на сохранение и развитие тюркской культуры. В Кыргызстане мы очень активно работаем. В этом году мы проводили несколько мероприятий. Один из них – это фестиваль молодых поэтов тюркских стран. Первый, значит, фестиваль молодых поэтов тюркских стран. Мы проводили в Аше, значит, проходило очень на высоком уровне. Но этот фестиваль показал, что настолько мы нуждаемся друг в другу. Потому что вы сами знаете, после 90-х годов даже те страны очень близкие, родственные, допустим, наши соседи, такого активного культурного сотрудничества у нас не было. И, значит, каждый жил на своей по-своему, по своим квартирам мы жили, да. Здесь одинаково ценят и древний эпос, и современную музыку. И главное, каждый проект говорит
на одном языке искусства. Культура, прежде всего, это требует интеграции. Культура, значит, это такой сегмент человечества, что она не имеет границ. Но были годы, что она имела какой-то определенный барьер, границу, да. Сейчас, слава Богу, открыты все границы и активно сотрудничаем друг другу, значит, приезжают, активно проводятся дни культуры, не только двухсторонние, но и многосторонние культурные связи сейчас активно идет. Султан Раев – один из самых читаемых писателей Кыргызстана. Его романы, пьесы и рассказы переведены на десятки языков и изданы в Азии и в Европе. Я считаю, что литература основ культуры и искусства, потому что это родоначальник всех, значит, жанров, всех направлений. Поэтому литература для нас, литературные связи для нас является одним из приоритетных направлений. Есть много вопросов, значит, проблем тоже есть, как вы знаете. Вот, допустим, вопрос художественного перевода у нас абсолютно отсутствует, да. Чтобы познакомить, допустим, кыргызской литературой на другие языки, нужны очень хорошие, талантливые переводчики. И произведения наших писателей требуют качественного перевода. Вот это для нас очень такой проблематичный вопрос. Но мы, когда я стал генеральным секретарем Международной организации Турсой, в 2023 году мы выпустили 7 книг молодых поэтов Кыргызстана. Такого в истории не было, да? Потому что мы ознакомили тюркских читателей с поэзией, с нашей поэзией, да? Это тоже, когда вот этот обмен, если вот у нас должна очень такой активная интеграция, литературная интеграция, и тогда у нас создается некий мост, духовный мост с друг другом, да. И для нас этот вопрос очень архиважен, по этому направлению работаем. Музыка – еще один инструмент дипломатии. Международный фестиваль «Мейк ин Азия» стал золотым мостом между культурами стран региона. В этом году фестиваль обрел особое звучание. На сцену вышел человек, чье имя сегодня знают в залах по всему миру – Димаш Кудайберген. Times I wondered, through these valleys I have climbed among the seas. 12 лет назад именно «Мейк ин Азия» стал отправной точкой его международной карьеры. Сегодня он вернулся, чтобы поддержать ту самую сцену, с которой начинал. Особо не обращали внимания. Вот молодой человек приехал из Казахстана, пусть ради Бога участвует, посмотрит, для него, может быть, это спортивный интерес, да. Вот такое отношение было у нас. Но когда перед началом фестиваля я пожелал всем участникам там удачи, и среди них был он, и я и тогда ему говорил, вы с таким расчетом, что если вы вдруг что-нибудь там останетесь где-то там, не обижайтесь, для вас это начало, тем более вы самый молодой из участников. И первый день показал, что кто есть кто, да. И Димаш спел казахскую песню. Он, как говорится, взял оптом всех зрителей, все влюбились в ему, особенно девочка, там уже он такой молодой, но красавец был, да? Потом, да, и потом второй день, это мировая классика была, хит мировых, на высоком уровне спел, да? Потом после этого было у нас заседание жюри, и мне подошли наши ребята, ну, я не буду говорить кто,
Они подошли и говорят: Султан Агаевич, мы впервые проводим такого характера фестиваль. Давайте гран-при оставим у себя. В Кыргызстане. Я говорю, такого принципа не должно быть. Вот как вы, профессионалы, члены жюри, считаете, кто достоин, того и будем награждать. И потом они, честно говоря, они сказали, что действительно Димаш Кудайберген. Впереди насыщенный культурный календарь. Тюрксой готовит масштабный культурный форум, посвященный году великого поэта тюркского мира. В разных странах пройдут гастроли театров, фестивали, национальной кухни, выставки художников и обмены молодежных коллективов. Каждое событие – еще один кирпичик, фундамент общего культурного пространства. У нас есть несколько мероприятий. Это прежде всего связано с юбилеем Алыкулы Осмонова. Да? И, значит, мы будем проводить его фестивальные юбилейные мероприятия в Насыкуле, здесь, в Бишкеке. И на этот год у нас намечено, значит, заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО по вопросам Слайманто, Баше, а также будем проводить, значит, пленер фотохудожников вокруг Слайманто, 30 взглядов Слайманто, 30 фотографов, и они будут презентовать, да, свое видение, свой, как бы, да, подход к этой теме, да. Когда это будет? Ну, в середине сентября будет. А также мы в этом году планируем провести в Нью-Йорке день Манаса, эпоса Манаса. Как вы знаете, 30 лет назад ООН принимала декларация, связанная с эпосом Манас. Поэтому это мероприятие тоже приурочится к этой дате. В Нью-Йорке готовимся сейчас. А также, значит, совместно с ЮНЕСКО будем проводить, значит, мероприятия, посвященные Чингизу Айтматову. Эти проекты не просто украшают афиши, они укрепляют связи между людьми, которые живут в тысячах километрах друг от друга, но чувствуют себя частью одного целого мира. Одним из главных вопросов – это проведение Искульского форума, который инсценировал Чингиз Туракович Айтматов. И оно должно быть по качественному составу, по, значит, вопросу, который будет охватывать этот форум, должно иметь такой важный аспект для нас, потому что мы через призму Айтматова, через идеи призмы Айтматова мы будем обсуждать современные проблемы сегодняшнего мира. Да? То, что вот манкуртизация, вот и сейчас она идет тотально, да. Манкурт Чингиза Айтматова, он стал физически, через физический пыток манкуртом, да. Сейчас идет мы сами, естественным путем идем всеобщую манкуртизацию. Это проблема номер один. Поэтому это только один аспект, да. Вот в произведениях Айтматова поднимались вопросы экологии, человека, нравственности. Да? Это должно быть предметом международных форумов. Да? Писатель, дипломат, культурный стратег Султан Раев ведет свою тихую, но масштабную работу. Строит мосты, которые не разрушаются никакими границами. И, возможно, именно эти мосты – самая прочная связь между странами. Эльвира Сатыбекова, Оскар Улан-Уло, репортер KG.